Конечно, я когда родился, сталинский ампир уже существовал. То есть строили такие добротные, капитальные, толстостенные здания, вот, с набором всяких, так сказать, скульптурных объемов, там розеток и так далее. Вот. Где-то с 1936 по 1955 год, примерно так, теоретически, искусствоведы просчитывают этот период. Он по всей России был. Эти высотные здания МГУ и так далее, вот, которые в Москве, вот это все того периода. Вот. Там все есть, и скульптура, и эти розетки, и там символизирует. У нас 12-я школа, вот эти розеточки, все из того периода. Вот. Там типа учебников, типа циркуля, там геометрии какой-то. Вот. Они как бы символизируют науку или знания, вот, эти розетки. Вот. Библиотека возьмем, смотри, какие такие помпезные колонны там наверху. Вот. Смешение стилей, вот, допустим. Вот. Все это идет Древней Рима и Греции, вот эти такие вот штуки. То есть идея какая-то имперская. Да, это была такая, как бы, ну, у нас же царь был, нет, в кавычках, конечно, товарищ Сталин. Вот. Главной фигурой, которая вот сказала, вот, понравилось, принимает, не понравилось, не печатает. Вот. Был главный, который как бы отвечал за все. Вот. А этот период, он, вот, что я запомнил, даже жилые здания, они были, во-первых, небольшой высоты и толстенные стены. У меня тетка жила в Москве, вот так, там такие чуть ли не метровые стены. Вот. Капитально все делали, дабы возвеличить, так сказать, нашу действительность. Вот. А почему потом сталинский ампир кончился и резко вот с Хрущевым вот стали вот так называемые хрущевки, вот эти ну, панели. Инженеры, строители, архитекторы придумали новый способ панельного строения. Вот. Быстро, легко, и получаются эти жилые клеточки. Вот. Экономить стали. Ой, денег тут надо много. Ну-ка, все архитектурные излишества не допускаются. Вот. Таким образом, вот на этих всех панелях, панельных домах нет скульптурных изображений. Единственное, что объем выдает, это козырек, который над подъездами стоят, и то они падают уже. Вот. И могут даже развалиться, если не применить, так сказать, не ускорить процесс укрепления этих панельных домов, посыпется и задавит кого-нибудь. Вот. Там между панелями аж ладонь можно сунуть. Я как-то ходил, эти древние, которые на Октябрьском проспекте панельные дома, вот они, это прямо страшно даже становится, когда вот заходишь в такой дом, вот, что такое может случиться.